أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи в своем хадисе, в своем высказывании, обращаясь к нам, говорит: «Ман ذكرت عنده فليصلي علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا». То есть в книге Канзуль Гайрфан Мухаммад Асад аль-Эрбили приводится этот хадис от Мунави из сборника Канзуль Хакаик. И Мухаммад ﷺ говорит, что если произносится мое имя, или же вы сами произносите мое имя, или услышали, то воздавайте мне благословение и приветствие. То есть «Ман салля галайя марратан вахидатан», и кто произнесет одно благословение, один салават мне, то Аллах и все ангелы вознесут этому человеку 10 салаватов и приветствий. Что такое салават? Салават, где Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к нам, к мусульманам, говорит, что «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби». Аллах и сам, и его приближенные ангелы, да и все ангелы возносят благословение и приветствие Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. «Я айюхалладина аману». О, те, которые уверовали, саллю алейхи вассалиму таслиман. Возносите благословение, то есть произносите салават и приветствие. Аллах, Субхану ва Тааля, обращаясь к нам, повелевает, чтобы мы возносили салаваты и приветствие. Из-за этого Мухаммад ﷺ в этом своем хадисе, высказывании говорит, что вы знаете, что если вы произносите салават, то есть это мольба, благословение, это мольба, просим у Аллаха, то Аллах совершит для вас салават, то есть Он ниспошлет на вас свою милость, то есть салават от Аллаха. «Инна Аллаха ва малаикатуху юсаллуна». Если Аллах Субхану ва Тааля произносит салават, как воздает салават, то это значит, Аллах не спосылает свою милость. Наши благословения, наши салаваты – это как бы мольба, дуа. А салават от Аллаха – это Его милость, Его милосердие. Второй хадис – «Ас-салату аля наби афзалу мин агиткир рикаб». То есть вознесение салавата, благословение пророку Мухаммаду ﷺ и приветствие ему лучше, чем освобождение какого-то невольника. То есть выше, по разряду выше стоит, по поощрению, по вознаграждению стоит выше, даже если у тебя есть невольник, и ты его освободил. И хотя мы знаем, что рабство очень пресекается в исламе, но если у кого-то есть невольники, если рабы, и как обращаясь в то время Мухаммад ﷺ к своим сахабам говорит, что освобождайте их и получите величайшее вознаграждение, но произнесение салавата и приветствие Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, то это выше, чем освобождение, большее вознаграждение будет у вас. Нужно обратить внимание, что же такое салават, как он произносится и что такое приветствие. То есть салават, как мы еще раз повторяем, что это благословение, это наша мольба по отношению к пророку Мухаммаду ﷺ. Просим у Аллаха, чтобы он не спаслал всю свою милость ему. И приветствие, насчет приветствия Мухаммад ﷺ говорит, что всегда постарайтесь приветствовать меня, и я отвечу на ваше приветствие, говорил он своим сахабам. То есть «Я Наби, салам алейка», «Я Расуль, салам алейка», произносите мне, даже если меня не будет в живых, говорит Мухаммад ﷺ. Но как же, говорят сахабы, ты же будешь уже мертвым, ты же не сможешь ответить на наши приветствия. А вы что, не знаете, что пророки и приближенные Аллаха, то есть те святомученики, шахиды и аулия Аллах, они не умирают? «Валя такулю лиман юкталю фи сабилиллахи амват, баль ахьяхум». То есть они живые, те, которые
существуют те, которые, живя на пути Аллаха, то есть посвящая себя на путь Аллаха по знанию или по другим, то если они умирают на пути Аллаха, то есть будучи в поклонении Аллаху, если они умирают, то они не считаются мертвыми, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Они живые, просто вы не знаете об этом. Аллахи турзакун, говорит в следующем аяте, Аллах им дает пропитание в таком виде, который вы не знаете. Это аяты Корана. Из-за этого Мухаммад ﷺ говорит, что пророки, они живые в своих могилах. Но как живые? Не в том виде, как мы понимаем, в котором, что он вкушает пищу, он дышит, но в том своем определенном виде, в каком Аллах Субхану ва Тааля дал им жизнь, могильную жизнь. «Хум фи кубурихим юсаллюн», говорит Мухаммад ﷺ. Они продолжают поклоняться Аллаху в своих могилах. Из-за этого мы постоянно говорим, когда услышим или произнесем имя пророка Мухаммада, говорим «Саллаллаху алейхи вассалям». Или же говорим «Алейхи салату вассалям». Или же говорим «Алейхиссалям». Но третье, «Алейхиссалям», это большинство говорится по отношению к ангелам, к другим пророкам. К нашему же пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, мы говорим «Алейхиссалату вассалям». «Алейхи афзалу салати вассалям», говорим мы. И произносим такие салаваты, которые у нас на языке, которые мы знаем, которые можем произнести. من سره أن يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة علي. Если кто-то хочет достичь довольства Аллаха, говорит Мухаммад ﷺ, то увеличивайте произнесение салавата. То есть побольше говорите салаваты и приветствия. Побольше. Аллахумма салли ва саллим аля саидина Мухаммад ва аля али саидина Мухаммад. Аллахумма салли ва саллим аля Мухаммад. Или по-другому, какие мы знаем салаваты. Ну, побольше, говорит Мухаммад ﷺ. Потому что Аллах будет доволен. Из-за этого говорим, что Аллах принимает те поклонения, те подчинения, которые были по отношению к его любимцу, к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Еще один хадис. «Инна ауля наси би яум аль-киямати акфарухум алайя салатан». Самые близкие ко мне в день суда среди вас будут те, которые многократно повторяли салаваты и приветствия. То есть многократно благословляли меня и многократно приветствовали, говорит Мухаммад ﷺ. И еще один хадис. «Лиль мусалли алайя нурун аля сират. Уаман кана алайя сирати мин ахлин нур, лам якун мин ахлин нар». То есть «Лиль мусалли алайя». Тот, который произносит салават мне, говорит Мухаммад ﷺ. Нурун галя сират. Ему будет, во время, когда он будет стоять на мосту сират, его будет освещать, этот сират будет освещать нур. وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ أَهْلِ النُّورِ. И тот, который будет обладателем божественного света, нура, на мосту сират, лам якун мин ахлин нар. Он не будет из тех, которые попадают в огонь джаханнама. То есть салават и приветствие, салават и салям пророку Мухаммаду салям оберегает нас от огня. Оберегает и удерживает всякие негативы, которые могут напасть на нас, которые могут сбить нас с пути. «Акθарукум алайя салатан, акθарукум азваджан фил джаннати». Говорится еще в одном хадисе от пророка Мухаммада салям. Эти хадисы, которые мы сейчас читаем, они взяты из источников от Мунави, от Тирмизи, от Муслима, и то есть из всех этих сборников. Тоже есть Джами'у Сагир от Суюти. То есть не просто он собрал, Мухаммад Асхат аль-Ирбили не просто собрал вот эти хадисы, услышав где-то, он собрал это из источников, из надежных,
Из-за этого если кто-то захочет, может обратиться к этой книге, и в этом есть источники, ссылки, где указывается, из какого источника взят тот или иной хадис. «Акфарукум алайя салатан, акфарукум азваджан фил джаннати». Те, которые многократно произносят салаваты и приветствия, и салямы, то те будут обладать гурьями в раю. У них будут многочисленные гурьи в раю, говорит Мухаммад саллаллаху. «Ман салла алайя марратан вахидатан саллаллаху алейхи ашра маррат». То есть тот, который произнес один салават и салям по отношению ко мне, говорит Мухаммад саллаллаху, Аллах и все его ангелы, все обладатели небес произнесут 10-кратный салават и салям этому человеку. То есть они будут просить у Аллаха, и Аллах будет ниспосылать ему, этому человеку, свою милость 10-кратным вознаграждением. И все обладатели небес будут просить за него. Еще один хадис. «Ман асурат алейхи хаджатун фальюкthir биссалати алейя фаиннаха такшифул humuma валь-гумума валь-куруба ва тукthirul арзака ва тагдил хаваидж». То есть, если кто-то соприкоснулся с какими-то трудностями, то побольше произносите салават и салям, говорит Мухаммад саллаллаху. И потому что многократное произношение салавата и саляма по отношению ко мне убережет вас от всяких трудностей и увеличит ваш достаток, и исполнятся все ваши желания и все ваши потребности, говорит Мухаммад саллаллаху. Салават и салям. Пророк Мухаммад саллаллаху многократно повторяет здесь, в этой книге, некоторые из этих салаватов и салямов. Можем посмотреть, из каких источников взяты эти хадисы. Просто Абу Нуайм, Хилья, Джамиуль Кабир, 9 том, или же Джамиуль Ахадис, Мунави Кунузуль Хакаик, Ибн Хиббан, Сахир, Джамиуль Джавамиль, Джамиуль Кабир, Джамиуль Сагир, Суюти, Ибн Хиббан. То есть каждый хадис подтвержден, и каждый хадис подтверждается, из какого источника оно взято. Салават. «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби». Аллах сам и все его ангелы произносят многократные салаваты и приветствия. «Я айюхалладина аману, саллю алейхи ва саллиму таслиман». О, те, которые уверовали, если вы действительно уверовали в Аллаха и веруете, и действительно, если вы поклоняетесь Ему и принимаете единственным Аллаха, то произнесите побольше салаватов и салям его любимцу, пророку Мухаммаду саллаллаху. Почему мы так упорно об этом говорим, и Мухаммад саллаллаху об этом многократно повторяет? Есть сегодня некоторые люди, которые, может быть, из-за своей неграмотности говорят, что произнесение салаватов многократно это какой-то бидгат, это нововведение. Но, как видим из этих хадисов, что Мухаммад саллаллаху сам призывал, во-первых, есть аят Корана. Аят Корана непоколебимо, неизменимо. То есть Аллах субхану ва тааля сам призывает. И во-вторых, Мухаммад саллаллаху неоднократно, многократно заявляет, что тот, который произносит много салаватов в любое время, в любое ему удобное время, если он будет произносить салаваты, во-первых, он будет постоянно держать перед своими глазами, перед своим взором Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и будет брать его примером во всех своих делах и во всех своих речах, высказываниях. То есть это будет действительно ему очень хорошим примером, и он будет постоянно стараться достигать того уровня, которого достиг Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, которого достигли сахабы и все ученые, аулия, друзья Аллаха и те приближенные Аллаха. Азза ва джалля. Мы просим у Аллаха всех тех благ и говорим: о Аллах, ниспошли все блага этого мира и все блага будущего мира, и убереги нас от зла огня гиены. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина адабан нар. Аллаху акбар.